Я, как гражданин Республики Таджикистан, выражаю свое негодование с тем, что некоторые высокопоставленные чиновники Кыргызстана заявляют о своих правах на таджикские земли. Прежде всего, из риторики и искажения истории становится ясно, что киргизская сторона либо игнорирует историю, либо намеренно подавляет это утверждение с определенной целью, либо не понимает последствия всего того, что заявляют их чиновники. Неужели они не понимают, что таджики живут на этой исконной земле, в Орухе, тысячи лет и не являются кочевым народом? История свидетельствует о том, что таджикский народ, цивилизованные граждане, ремесленники и ученые живут на этой земле сотни лет и учили кочевников грамоте, сельскому хозяйству, воспитанию. Однако жаль, когда сегодня в обмен на все это добро и поддержку они бросают камни в этот народ, клевещут и лгут, глядя в глаза. Думаю, что в соседней стране возобладает здравый смысл, и эти заговоры и интриги не потерпят, иначе эти заявления будут иметь серьезные последствия, свидетелями которых мы неоднократно становились на протяжении всей истории. Как отметил наш лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, город Исфара, граничащий с Киргизской республикой, играет важную роль в укреплении дружественных и добрососедских отношений между нашими народами. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе своего выступления в Орухе высказал свое мнение о процессе переговоров с соседней страной по государственной границе и отметил, что одним из основных вопросов для исфаринцев, в том числе жителей сельского джамаата Борух, является делимитация и демаркация государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Наш президент особо подчеркнул, что за весь переговоров, то есть за 19 лет, вопроса о замене Боруха какой-либо другой территории не было и не может быть. Мы думаем, что отношения с соседями должны строиться на взаимном уважении, толерантности и уважении национальных интересов сторон. Пользуясь случаем, призываю всех жить в дружеской и добрососедской атмосфере, сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, провокациям, разным фейковым информациям провокационного характера. Лучший способ решения таких вопросов – это переговоры. Народы двух стран должны поддерживать добрые отношения, которые у них были на протяжении многих лет, и расширять их к взаимной выгоде. Лучшие средства решения пограничных вопросов, повторяю, это переговоры и терпимость с обеих сторон.